Это на бумаге все выглядит достаточно скромно, однако в жизни такой проект обещает превзойти все ожидания. Ведь под одной крышей будет сразу два производства – минеральной ваты и сэндвич-панелей. Представители чешской компании с 90-летней историей приняли решение построить завод именно на территории Чеченской Республики. Инвестиционный проект не имеет аналогов в Южном и Северокавказском федеральных округах. Сэндвич-панели, туда начинка сэндвич-панели получается минеральная вата. Получается, кто делает сэндвич-панели, он потом закупает минеральную вату. Наверное, в январе-феврале будет уже производство. Уже выпускать будем производство. Поэтому у нас есть сырье, не надо ездить там в Урале, там в Сибири, там оно есть. Есть рядом Осетия, в Северной Осетии, есть такой город Эрдон. У нас республика рядом Дагестан, а там уже Ингушетия. У нас мы будем реализовать в сторону Ставропольский край, Краснодарский край, Ростовская область. Рамзан Ахматович Пачхан, Делрез Алвардар Сандалма, Делрез Сандала, Тихайберт Койл, Дешто Охудо, Урин Шидави, Шюрин Сауш, Болхаларич, Охдохкомда. Сдача объекта планируется на декабрь 2016 года, пока в это верится с трудом. Но, как заверяют подрядчики, буквально через несколько месяцев эту площадку будет не узнать. Это сейчас ее очищают от деревьев и планируют снести подсобные помещения. Но уже в ближайшее время начнется возведение конструкций. Станица Ищорска для завода была выбрана не случайно. Граничит с Дагестаном, к тому же рядом пролегают железнодорожные пути. Таким образом, необходимый материал будет доставляться не только автотранспортом. На сегодняшний день мы провели уже работу по разработке геодезических и геологических изысканий площадки строительства. Далее ведется разработка уже основных конструкций основного цеха предприятия. Параллельно разрабатывается документация на подъездные пути, на инженерную инфраструктуру и другие здания данного объекта. Производительность завода 30 тысяч тонн в год минеральной ваты, 350 тысяч погонных метров сэндвич-панелей. Занимаемая площадь 5 гектаров. Поддержка республики будет заключаться именно в предоставлении, я сказал, в первую очередь, налоговых и других преференций. Мы предоставим им налоговые льготы по оплате налога на прибыль, части зачисляемую в республиканский бюджет, предоставим им льготу по налогу на имущество, обнулив этот налог с 2,2% до нуля. По земельному налогу местные органы предоставят им льготу. Значит, мы им окажем поддержку предоставления государственных гарантий по привлеченным кредитам и другие формы государственной поддержки, административное сопровождение этого проекта, поддержка на всех уровнях. Стоимость завода более 2 миллиардов рублей. По словам заказчиков, этот проект обещает быть перспективным и динамично развивающимся, ведь спрос на выпускаемую продукцию растет день ото дня. Алевтина Бенедиктова, Муслим Типаев и Дауд Куруев. Новости.